Приветствую всех на игре «Города-реки». Наверняка многие из вас в детстве играли в эту замечательную игру на бумаге. Мы решили, что придавать забвению такие полезные и интересные занятия никак нельзя. Ведь эта игра имеет массу достоинств. Помимо веселого времяпрепровождения, это еще пополнение словарного запаса и расширение кругозора. Познакомьтесь с игроками. Игроки, представьтесь. Меня зовут Куприянов Степан, я студент АГТУ по специальности техсервис. Здравствуйте, Дмитрий Громов. Я как раз занимаюсь организацией туров и развитием туризма в Якутии. Всем доброго дня. Меня зовут Анна Лоскутова, я являюсь пешим туристом. Добрый день, меня зовут Надежда Жандорова, я предприниматель и турист. Для начала определим, кто из вас будет отвечать первым. Для этого я задам вам вопрос. Ваша задача – отреагировать на него максимально быстро, дав правильный ответ. Знаете верный, смело нажимайте кнопку на тумбе. Внимание, вопрос. Назовите второй по величине народ России после русских. Чуваши, татары или чеченцы? Девушки? Татары. Это правильный ответ, вы будете отвечать первыми. Игра проводится между командами, которые отвечают на вопросы по 4 блокам: город, регион России, страна и река. В каждом блоке по 8 вопросов, которые задаются по очереди. После зачитывания ведущим вопроса на обдумывание каждого ответа дается 20 секунд. В студии работает таймер. Если игроки сразу знают ответ, они могут не дожидаться окончания работы таймера и ответить на вопрос. За каждый верный ответ засчитывается 1 балл. Если игроки отвечают неверно, право ответа переходит к команде соперников. Мы начинаем первый тур, посвященный городам. Девушки, вопрос для вас. Столицей какого субъекта Российской Федерации является Нальчик? Кабардино-Балкария. Это правильный ответ. Молодые люди, как переводится слово «нал», лежащее в основе названия города? Щит, подкова, ворота. Щит. Это верный ответ. Девушки, как называют жителей города Нальчик? Кабардино... Нальчик. Ой. Нальчикяне. Это неверный ответ, молодые люди. Нальчане. Нальчиканцы. Это неверный ответ. Правильный ответ – нальчане. Молодые люди, вопрос для вас. В Кабардино-Балкарской республике проживают кабардинцы и балкарцы. А какой из этих двух языков относится к тюркской семье языков? Кабардинский. Это неверный ответ. Девушки? Балкарцы. Правильно. Девушки, вопрос для вас. Среди наиболее значимых вершин Кабардино-Балкарии Эльбрус и... Назовите вторую по величине гору Кабардино-Балкарской республики. Так, нет ответа. Нет, не помню я. Молодые люди, будет ли правильный ответ от вас? Возможно, Найта. Это неверный ответ. Правильный ответ – Чигет. Молодые люди, вопрос для вас. Поселившись на Кавказе, казаки переняли у горцев этот удобный вид одежды. О какой одежде идет речь? Папаха. Это неверный ответ, девушки. Вид одежды. Может, вот эта шапка большая меховая? Как называется? Как называется? Правильный ответ – черкесска. Девушки, это кустарниковое растение образует заросли с упругими побегами и кожистыми зелеными листьями, а летом покрывается розоватыми цветами. Встречается не только в горах Кабардино-Балкарии, но и в Якутии. Назовите это растение. Рододендрон. Это правильный ответ. Молодые люди, вопрос для вас. Эти животные-эндемики, занесенные в Красную книгу, несмотря на массивный облик, способны перепрыгнуть 4-метровую расщелину или сходу преодолеть 2-метровое препятствие. Рога у них растут всю жизнь, а встречаются они в горах Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Абхазии. Назовите это животное. Горный баран Чубуко. Это неправильный ответ, девушки.
Козероги. Это неверный ответ. Правильный ответ – Кавказский тур. Дмитрий, вы сказали, что вы занимаетесь пассажирскими перевозками, туризмом. Ну, расскажите про свои самые интересные проекты. В эту навигацию у нас будет очень интересный график движений. Соответственно, у нас в прошлом году мы открыли новый круиз. Это «Песня скал», который называется, который стал обладателем лучшего креативного события в туризме по версии Международного фестиваля «Дива Евразии». То есть это круиз непосредственно «Осинские столбы» совместно с настоящими потомками государев-ямщиков. Степан, я знаю, что вы любители пеших прогулок. Расскажите, откуда появилось такое хобби у вас, увлечение? Ну, люблю путешествовать. Ну, очень интересно, как бы по Якутску, по республике. Девушки, ну я думаю, здесь вы будете позговорчивее касаемо пеших походов, да? Расскажите про эти свои увлечения. Ну, пешими походами активно я занялась с прошлого года. Я очень полюбила их, но ранее я также ходила, но ходила в основном в одного. В прошлом году я подружилась с ребятами, мы организовали свою группу, называется «Тудисы», мы назывались, «Тугувде балана салджагыт» переводится. Вот, мы преодолевали маршруты, ну, наши маршруты называются «Выходного дня», в пятницу вечером мы уезжали, в воскресенье вечером приезжали обратно, то есть 2 суток, 2 ночи в лесу с ночевкой, да, и 3 дня там мы ходили. Вот. Маршруты в основном у нас составляли ориентировочно 60 километров с тяжелыми рюкзаками, там, по 15 килограмм ориентировочно. Вот. Ну и по сопкам, по лесу, вот, по долине Яркяни, в Мегино-Кангаласском районе также. Ну, много где побывали на самом деле. Ну, мы с мужем одни из первооткрывателей такого домики, да, сейчас выезжают. В 2019 году построили первый домик «Афрейм» в Старой Табаге. И, ну, мы сами любители, потому что вот все время мне хотелось куда-то выехать. Именно вот отдых в палатке меня очень прельщало, все время хотелось на природу. Я сама себя позиционирую как дитя природы, стараюсь все вот непонятные вопросы, которые есть, я смотрю, обращаю внимание, как это происходит в природе, и, в принципе, ответы зачастую приходят. Поэтому вот, когда живешь в гармонии с природой, на самом-то деле человек обретает, ну, такую какую-то внутреннюю стабильность, гармонию, вот, потому что сейчас очень много суеты, тревоги, стресса во внешнем мире. Ну что ж, я надеюсь, вы обретете внутреннюю гармонию от результатов первого тура. Девушки, 4 правильных ответа, молодые люди 0. Мы переходим ко второму туру, который посвящен регионам Российской Федерации. Девушки, вопрос для вас. Каким по численности жителей городом России является Новосибирск? 4? Это неправильный ответ. Молодые люди, предположите. Правильный. Так, где-то 1 600 000, это 5-й. Правильный ответ – 3 место. Так. Молодые люди, вопрос для вас. Новосибирск не всегда носил такое название. Как он назывался ранее? Александровский, Новониколаевск, Новокузнецк. Новониколаевск. Это правильный ответ. Девушки, вопрос для вас. На берегах какой реки лежит город Новосибирск? Обь. Это верный ответ. Молодые люди, в каком океане находятся Новосибирские острова? В Северном Ледовитом. Верный ответ. Девушки, что из перечисленного расположено в Новосибирске? Самый большой по площади театр, самый большой цирк, самый большой стадион. Самый большой цирк. Стадион, по-моему. Стадион. 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 Это неверный ответ, молодые люди. Театр оперы. Это самый большой по площади театр. Ответ верный. Молодые люди, вопрос для вас. В 1986 году в Новосибирске состоялось открытие инженерного чуда – уникальной конструкции протяженностью 2145 метров через реку Обь, которая до сих пор считается самым длинным в мире. Чем? Дамбой. Дамбой же. Да. Дамбой. Это неверный ответ. Девушки, предположите. Ну, возможно, железнодорожный мост. Нет, правильный ответ. Длинный в мире метромост.
Девушки, вопрос для вас. В Новосибирске находится самая длинная, умная в мире улица протяженностью 2400 километров. Почему она считается самой умной? Ну, потому что, может, она прямо идет. Вот это так я знаю. Она прямая. Спасибо за предположение, молодые люди. Ну, расстояние похоже на вот этот мост метро. Саморегулируется или как? Может, поэтому? Да. Саморегулируется? Потому что на этой улице находится 2 десятка научно-исследовательских институтов и других научных Академгорода. учреждений. Молодые люди, вопрос для вас. В 2000 году именно в Новосибирске была основана известная в стране курьерская служба для перевозки интернет-заказов СДЭК. Годом ранее там же была создана электронная карта, навигационный сервис и справочник, которым сейчас активно пользуются в России и за ее пределами. О каком сервисе и карте идет речь? По-разному называют дубль ГИС или 2 ГИС. Это правильный ответ, на этом второй тур завершен. Продолжим наше знакомство. Расскажите, Дмитрий, в каких регионах России вы сами успели побывать, попутешествовать, и какой регион вас впечатлил больше всего? Ну, не буду перечислять, в каких регионах России я побывал. По принципу, многих, от Востока, от Камчатки до Мурманска, это Северо-Норильск. Но хотелось бы сделать, пользуясь телевидением, сделать акцент на нашей Якутии. Она необъятна, потому что действительно это единственный регион в нашей стране, где от столицы, от Якутска, в радиусе почти 1200 километров это всего один регион. Многие из нас не побывали на Ленских столбах. Многие из нас не видели, что у нас есть потрясающий город в Хандаге. Многие не знают, что есть потрясающие огромные ледники в сторону Сунтарского хребта и Мекония, в Момском районе. А север, наша тундра тоже, она необъятна и потрясающая. Какие полярные сияния, ну и какая природа, как у нас меняется. Ну, если я буду дублировать Дмитрия, это уже будет, как это? Ну, мы Я- сразу записываем Якутия number one на первом Якутия number one, number two – Приморский край. месте. Чем? Ну, потому что там море, шикарная природа, шикарный ландшафт, шикарная флора, фауна, шикарная кухня, шикарные люди, шикарная культура. Ну, такое вот, знаете, ассорти всего шикарного. Ну и здесь проявилась ваша любовь к нашим местам. Все-таки это тоже Дальний Восток. Ну да. Анна, как у вас? История успеха посещения других регионов России? Я побывала в Забайкальском крае, на Урале, но больше всего мне тоже понравился Приморский край. Вот, я там была 2 раза, мне очень нравится Байкал, местные красоты те. Ну, конечно же, наша Якутия у меня тоже на первом месте. Ну что же, а теперь об итогах второго тура. Девушки, у вас 1 правильный ответ, молодые люди 4 правильных ответа. Мы переходим к третьему туру, который посвящен странам мира. Девушки, по традиции, первый вопрос для вас. В каком океане находится Новая Зеландия? Тихий океан. Это правильный ответ. Молодые люди, какие 2 крупных острова образуют основу географии Новой Зеландии? Северный и южный. Северный и южный. Северный и южный? Северные и южные острова – это верный ответ. Девушки, какой город является столицей Новой Зеландии? Хельсинки. Нет, это Финляндия. Новая Зеландия. Этот... Что-то, да? Время вышло. Ваш ответ? На языке крутится, но не могу вспомнить. Молодые люди, Окленд. Земля дубов. как? Земля дубов, Окленд. Правильный ответ – Веллингтон. Мясо. Молодые люди, вопрос для вас. Какая птица является символом Новой Зеландии? Киви. Это правильный ответ. Девушки, кто представляет короля Великобритании в Новой Зеландии? Назовите должность. Новая Зеландия. Кто? Я не знаю. Кто представляет короля?
Время вышло. Ответа нет. Молодые люди. Ну, можно поумничать. На самом Давайте. деле вопрос неправильно составлен, потому Давайте. что Великобритания является, так же, как и Новая Зеландия, частью Соединенного Королевства. Так. И, соответственно, королем является Соединенное Королевство, ну, там, где в Лондоне, а в Новой Зеландии представляет премьер-министр, как и в других колониях. Засчитаем это за верный ответ. Молодые люди, что означают звезды на флаге Новой Зеландии? Там же индейцы или что такое было. Сколько там этих звезд было? Ну, не как в Америке штаты, а количество, не количество штатов. Может, количество островов? Может быть. Время вышло. Попробуем считать, что это количество островов. Это неверный ответ. Девушки, предположите или дайте правильный ответ. Что означает звезды на флаге Новой Зеландии? А сколько там звезд? Не знаю, может, количество городов? Правильный ответ – созвездие Южный Крест. Девушки, вопрос для вас. Какие особенности характерны для традиционного танца хака? Воинственные жесты с оружием, громкое пение, использование музыкальных инструментов, медленные плавные движения, высовывание языков. Высовывание языков? Это правильный ответ. Молодые люди, вопрос для вас. Какая известная киносага снималась в Новой Зеландии? Питер Джексон. Питер Джексон? Нет, подожди, это режиссер. «Властелин колец». Это правильный ответ. Спасибо. На этом третий тур завершен. Степан, Дмитрий, расскажите про свои успехи в освоении географии. Может быть, школьная программа. Откуда интерес, откуда такие познания? Я как человек, который родился в деревне, для нас выезд на природу – это must-have. Постоянно это у нас присутствует. И это не особое такое событие, поэтому любовь к новым локациям, которые у нас есть, это, в принципе, естественно, и примерно отходит, конечно, со школы. Но к своему стыду я в прошлом году впервые побывал на Синских столбах, хотя родом из Хангаласского улуса. Это отдельная планета, отдельная аура, тут место, которое стоит посетить. Если даже люди у нас не посетили Ленские столбы, то после Ленских столбов обязательно надо посетить Синские столбы. Это место, которое хочется, чтобы возвращалось. Спасибо, да, но это к вниманию ко всех зрителей. Девушки, какие у вас были оценки по географии? Конкретно к предмету географии у меня интереса не было. Я все время хотела изучать географию своими ногами, своими глазами, ушами. И вот, как Дмитрий сказал, что любопытство двигает, ну и плюс ты, когда изучаешь новую местность, у тебя расширяется кругозор, больше начинаешь как-то вникать, поникать в культуру другую. Это очень интересно. К сожалению, география мне в школе не была интересна, как и ориентирование. Вот. Поэтому у меня, в принципе, сейчас не так много познаний в этой области. Но я только начинаю. Да, всегда не поздно начать. Тем более интересоваться природой, культурой и историей нашей с вами великой Родины. Девушки, по результатам третьего тура у вас 2 правильных ответа, молодые люди 4 правильных ответа. Мы переходим к 4-му туру, который посвящен рекам. Девушки, вопрос для вас. На территории каких стран протекает Нил? Назовите хотя бы 3 из них. Америка. 3. Америка, территория. Северная Америка, Южная Америка и Европа. Нет. Молодые люди, пожалуйста, ваш вариант. Какая Америка? Это континент. Перепутала. Америка, такой страны нету. Ну, и США. Дмитрий, Степан, так, возможность ответа для вас. Египет. Так, Нигерия точно нет. После Египта у нас что идет? Конго. Нет, Конго тоже там центральная часть. Африка.
Да, это в Африке, Нил. В Египте. Клеопатра туда-сюда. После Египта какие страны там идут? Нигерия. Нет, Нигерия, она в центре, в центральной части. Давайте пусть будет Кения, вторая. И Сомали нет. И Йемен далеко. Ну пусть будет Чад. Засчитаем это за правильный ответ. Америки здесь и близко нет. Конечно же, правильный ответ. Я имела в виду Египет. континент. Египет, Судан, Перепутала. Южный Судан, Эфиопия, Уганда, Танзания, Кения, Руанда, Бурунди, Демократическая Республика Конго и Эритрея. Молодые люди, вопрос для вас. По поводу длины Нила среди географов идет многолетний спор. Какая другая река претендует на первое место по длине? Ну, версии. Давай в Америку. Не помню. Точно. Ваше время вышло. Ваш ответ. Но также по Амазонке тоже нету споров, точнее, ответов конкретных, откуда она начинается, какая у него длина. Но, скорее всего, первое место по длине – это Енисей. Нет? Что вы там говорили про Амазонку? Ну, по Амазонке тоже длины нету, но однозначно одно, то, что она самый крупнейший бассейн имеет. Мгм. Правильный ответ – Амазонка. Девушки, вопрос для вас. Куда впадает Нил? Он впадает в море Средиземное. Это правильный ответ – Средиземное море. Молодые люди, вопрос для вас. Какое растение преобладает в верховьях Нила? Это середина Африки. Вот Африка. Отсюда начинается, а здесь середина, здесь Египет, пирамиды. Здесь в середине Африки какие растения? Вот эти вот листья. И ваш ответ Пусть будет пальма. – пальма. Это ответ неверный, девушки. Какое растение? Лиана? Неправильный ответ. Правильны были ваши размышления по поводу Египта. Правильный ответ – папирус. Девушки, вопрос для вас. Какой климат характерен для истока Нила? Климат? Субтропический. Нет. Молодые люди, вопрос для вас также. Но это больше ближе к экватору, поэтому, скорее всего, точно тропический. Правильный ответ – субэкваториальный. Молодые люди, вопрос для вас. Через какую пустыню проходит река Нил? Самая большая пустыня какая? Сахара. А? Сахара. Правильно, говори. Сахара. Это правильный ответ – Сахара. Девушки, в каком направлении течет Нил? Как Если это? в Средиземное впадает. Ну, вот так оно течет. Соответственно, откуда куда? Ну, со Средиземного моря. А как это? Но я имею в виду восток, запад, юг, север. Как? В каком направлении? Север-юг. Ну, говори. Север-юг. Нет, север. Как это север и юг? север и юг? Ну, С севера на юг ваш ответ? Нет. нет. А как? Ну, получается, на юг. Ответ неверный, молодые люди. В обратную сторону, с юга на север. Это правильный ответ. Она Молодые люди, впадает вопрос в для вас. Из списка выберите нильское животное: слон, бегемот, летучая мышь, олень. Изи. Олень? Бегемот. Степан, вы снова поражаете нас своими ответами. Совершенно верно. Бегемот. На этом четвертый тур завершен.
На этом игра для вас завершена. Поделимся впечатлениями, как вы оцените степень сложности вопросов, кому-то хотите передать приветы. Ну, очень интересная игра. Некоторые вопросы очень сложные были. Спасибо за вопросы. Это была встряска какая-то. Тут по географии в голове сразу начинаешь планету глобус вот так крутить, где это было и как это было. Понравилось. Спасибо за эмоции и спасибо за вот те знания, которые мы внутри себя начали искать. Приятная, интересная игра, приятные оппоненты, приятные ведущие. Ну, мне понравилось, спасибо большое. Ну, для меня было достаточно непросто здесь находиться. Вопросы были сложноватые для меня, но тем не менее было очень интересно. Интерес к географии у меня сейчас с новой силой проснулся. Вот. Большое вам спасибо. Всем передаю привет. Кто мне... Спасибо вам за игру. Результаты 4-го тура следующие. Девушки 1 правильный ответ, молодые люди 5 правильных ответов. Всего по результатам игры. Молодых людей 13 правильных ответов, у девушек 8. Ну а самое главное, я думаю, самый главный вывод, который можем сделать сегодня, что у первой команды, что у второй, пробудился интерес к изучению географии снова, да, со школьной скамьи. Это самое чудесное на сегодня. Спасибо вам за игру еще раз. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Это игра «Города-реки». Игра, где мы узнаем друг о друге и о мире чуточку больше. Хотите сыграть? Тогда мы ждем вас.